нет никакого мира между Арменией и Азербайджаном. Мир бывает не на словах, а бывает в деле. А в деле нет никакого мира, потому что, во-первых, не подписан мирный договор, а если не подписан мирный договор, это означает, что это просто перемирие, а не мир. Просто нет военных действий. И нет военных действий не из-за того, что президент Азербайджана так хочет, потому что южнее Аракса стоят 4 корпуса иранской армии, в частности, КСИР, корпус сил исламской революции. И эти 4 корпуса, начиная с 2020 года, после того, как Армения проиграла войну, там стоят 4 корпуса, и свои силы они не допускают начала военных действий между Арменией и Азербайджаном. Если бы не были эти иранские силы, то Азербайджан давным-давно бы захватил не только Зангезурский коридор, который существует, несмотря на подписанный 8 августа в Вашингтоне этого документа, который называется «Дорога имени Трампа». А Азербайджан бы захватил чуть больше территории. Но Иран этого не допускает. Вот почему нет мира. А не из-за того, что там что-то подписали или как хочет премьер-министр Армении. Исламская республика Иран ни в коем случае не допустит начала военных действий, потому что все руководители Исламской республики, вплоть до Хаменеи, духовного лидера Аятолла Хаменеи, они все сказали, что для нас существует красная линия. Красная линия состоит в том, что Азербайджан не должен напасть на Армению. Границы Армении являются неприкосновенными. Это красная линия для Ирана, для своих национальных интересов. А военная мощь Ирана хватит, чтобы заставить Азербайджан не начать военные действия. У Ирана есть 2 красные линии. Первая – территориальная целостность Армении. Это означает, что Азербайджан не может напасть на Армению. Азербайджан не может напасть на Армению. И, во-вторых, этнический состав Республики Армении не может так или иначе быть изменен в пользу Азербайджана, потому что руководство Азербайджана всегда говорит, что есть там несколько сот азербайджанцев, которые хотят вернуться в псевдозападный Азербайджан и так далее. Вот Иран сказал, 2 красные линии. Во-первых, не будет войны. Во-вторых, никакие переселения туда-сюда не будут иметь никакого места. То есть не будет никакого переселения азербайджанцев. Они признают территориальную целостность Азербайджана и Армении. И это, так как многие руководители Армении много раз побывали в Иране, они знают эту точку зрения, поэтому с такой уверенностью говорят, что военные действия Азербайджан не начнут. Но они не могут сказать, что это благодаря Ирану. Они говорят, что это благодаря якобы подписанному 8 августа там, договору, предмирия и так далее. Они просто используют этот факт в своих предвыборных пиар-компаниях. Вот и все. До тех пор, пока Иран твердо стоит на своей позиции, никакие военные действия Азербайджан не сможет начать. Как только Иран так или иначе ослабнет, или будет другая проблема, или что-то будет внутренняя проблема в Иране, там, не знаю, там борьба между консерваторами, демократами, то есть реформаторами, или какая-нибудь такая нестабильная обстановка будет, то все этот договор, подписанный в Вашингтоне, не будет стоить даже цену этой бумаги, на которой она написана, не Азербайджан, Турция просто откроет силы эту территорию. То есть коридор, и не только коридор. Наверное, вся Сюнийская область могут взять, потому что у Турции это целовековая, столетняя мечта без каких-нибудь препятствий соединиться с Азербайджаном через территорию Нахичевана, понятно, соединиться с территорией с Азербайджаном через Каспийское море со всей страной Центральной Азии. То есть этот, как бы сегодня не говорили, но этот организация тюркских государств или Туран, который Турция хочет так или иначе сделать его действующей организацией. Для этого мешает вот этот коридор. Поэтому они просто ждут момента. Будет этот момент, то есть ослабнет Иран, тогда они смогут взять коридор. Не будет этого момента, то есть Иран станет мощнее, продолжит быть мощной державой, как сейчас, они не смогут взять. Это очень хорошо понимает премьер-министр Армении. Просто говорю, он не может сказать, что мир благодаря Ирану. Он должен сказать, что мир благодаря мне, потому что предвыборная кампания, потому что надо голоса получить. А ведь многие же так досконально не рассматривают этот вопрос. Просто смотрят по телевизору, видят, что на границе не стреляют. Премьер-министр подписал в Вашингтоне этот договор и думают, все, мир, уже все, никто не стреляет, все хорошо. А это используется чисто в пиар-компаниях. Так что у
него я не могу сказать, внутренней уверенности есть или нет, но все-таки мир не благодаря премьер-министру Армении и даже не благодаря России, а мир благодаря только тому, что это мир является как бы война, является красной чертой красной линией для Исламской Республики, которая на сегодняшний день твердо стоит, несмотря на 12-дневную войну и те ущерб, которые понес Иран.